12 июля завершаются первые 100 дней президентства Гунба. Точка отсчета. О некоторых важных инициативах и решениях нового президента в материале Абхазского государственного телевидения. Бадра Гунба официально вступил в должность президента Республики Абхазия 2 апреля 2025 года. Торжественная церемония инаугурации состоялась в актовом зале Кабинета министров. Новоизбранный глава государства в присутствии депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия, судей Конституционного суда произнес президентскую присягу. Ҳԥызацәа иаҳзаанрыжьыз аус ахьчареи аизарҳареи. Ҳбызшәа аиқәырхара, ҳажәлар рҭышәантәалара, абзазаара аԥҵара, аекономика арҿиара, Урыстәылеи Аԥсни реиҩызара арӷәӷәара, абарҭ роуп зегь раԥхьа иргыланы ахшыҩзышьҭра заҭатәу ҳусураҿы. Ҳаидгыланы, ҳаԥсадгьыл аинтересқәа аԥхьагылара рыҭаны, аус ҳаназнеи хымԥада ауадаҩрақәа зегьы ҳариааиуеит. Агәра ганы сыҟоуп аҳәынҭқарра аргылараҿы аихьӡара дуқәа шаҳзыԥшу. И уже через несколько дней первые назначения премьер-министром становится Владимир Делба, ранее занимавший пост министра финансов. А новым руководителем администрации президента – экс-глава города Сухум Беслан Эшба. А 18 апреля президент утвердил структуру Кабинета министров. В соответствии с Конституционным законом Республики Абхазия о Кабинете министров был сформирован персональный состав правительства. При формировании команды исполнительной власти и резерва для наших госструктур были предприняты совершенно новые подходы. По инициативе Бадры Гунба был проведен конкурс управленцев «Команда Абхазии», по итогам которого несколько финалистов и победителей конкурса заняли высокие должности в правительстве, что стало беспрецедентным шагом для республики. В кадровой политике таким образом предприняты действия для обновления управленческой команды за счет молодых, компетентных и трудолюбивых патриотов. Когда вот эта команда появилась, команда Абхазии, говорили, что это, знаете, вот очередное такое мероприятие парадное. После выборов все это забота. Это говорит о том, что вот как они поработали, как сейчас работают, говорит, что это может быть надолго. И России этот проект понравилось, потому что, вы знаете, мы переживаем сейчас такой период в Абхазии, когда необходима смена политической элиты. Приходят новые люди, которые уже родились в Новой Абхазии. То есть, понимаете, это уже другие требования, другие законы, другие нравы. Учитывая все это, надо подготовить новые кадры для строительства страны. А где их взять? Понимаете, вот очень важно, чтобы, так называется, есть такое слово, сложное, я скажу, рекрутирование. То есть воспитать новых кадров, чтобы они пришли к власти уже подготовленными. Через образование, университеты, других вузах Российской Федерации, через опыт, который они там наберутся. Если приедут специалисты из России по государственному управлению, что-то подскажут, сделают, это же очень важно для нас. Эти 100 дней стали периодом поступательного движения вперед. В первую очередь руководство республики принимает меры для того, чтобы вывести экономику страны на новый уровень. Экономическая политика президента направлена на поддержку малого и среднего бизнеса и привлечение инвестиций. В рамках программы социально-экономического развития были запущены масштабные проекты. В результате наблюдается рост производства, увеличение занятости и повышение доходов населения. Инфраструктурное развитие приобретает все большее внимание. Более 30 лет Абхазия была связана с внешним миром только автомобильным и железнодорожным транспортом, а в последние несколько лет и морским. 1 мая 2025 года состоялось долгожданное событие. Возобновил работу международный аэропорт Сухум имени Владислава Арзенба. Президент Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко лично встретили воздушное судно, выполнившее рейс из аэропорта Внуково. Более 10,5 тысяч человек составил пассажиропереток Сухумского аэропорта с 1 мая. Из воздушной гавани Абхазии за 2 месяца выполнено около 80 рейсов. На сегодняшний день перелет осуществляется 2-3 раза в сутки. География направлений – Москва, Нижний Новгород и Ханты-Мансийск. Возобновление работы аэропорта стало важным шагом в укреплении транспортных связей между Абхазией и Россией. Еще одним шагом в развитии транспортной инфраструктуры страны стал запуск регулярного железнодорожного сообщения между Сочи и Сухумом.
По маршруту Емеретинский курорт Сухум начал курсировать электропоезд «Диаскурия». Скоростная электричка ходит дважды в день. Время в пути занимает около 3,5 часов. Таможню и паспортный контроль проходят прямо в вагоне. Президент и его команда за короткое время приложили значительные усилия для устойчивого развития республики. Особое внимание уделяется поддержке отечественных производителей. В частности, по поручению главы государства оказано максимальное содействие предприятию «Эко-Чай» в реализации готовой продукции, в том числе и для государственных нужд. В целях повышения экономической эффективности субъектов малого и среднего предпринимательства правительством Абхазии принята целевая программа по оказанию финансовых мер поддержки субъектам предпринимательства с объемом финансирования в 326 миллионов рублей. В 2025 году объем поддержки увеличен в 3,2 раза. Для проведения мероприятий, направленных на оказание государственного финансового содействия в развитии крестьянских хозяйств с целью повышения конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции, принята целевая программа развития сельского хозяйства на 2025 год с объемом финансирования 150 миллионов рублей. Проблема обеспечения безопасности дорожного движения в центре внимания власти. 150 миллионов рублей направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, минимизацию уровня аварийности, профилактику нарушений ПДД. Социальная защита, а именно пенсионное обеспечение граждан, всегда актуальна. В рамках договоренностей с Владимиром Путиным в кратчайшие сроки был реализован проект, направленный на улучшение жизни пенсионеров. Важнейшая социальная задача по бесперебойному обеспечению пенсионных выплат гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим в Абхазии, была реализована по СБ при поддержке правительства Абхазии, Национального банка республики и Сбербанка Абхазии в рамках поручения президента России. Промсвязьбанк организовал выдачу дебетовых карт МИР для зачисления пенсионных и социальных выплат от Социального фонда России. Теперь нашим соотечественникам не нужно пересекать границу и выезжать в Россию для оформления необходимых документов, а платежи и переводы без комиссии можно совершать в мобильном приложении банка. На сегодняшний день пенсионные карты ПСВ получили около 20 тысяч пенсионеров с российским гражданством, проживающим на территории Республики Абхазия. Власть своевременно реагирует на нужды граждан нашей страны, мобилизуя свои возможности. Создана межведомственная рабочая группа по оказанию правового содействия гражданам Абхазии, имеющим гражданство России и получившим детские пособия и мат-капитал в Российской Федерации, а также открыта горячая линия. Главной задачей рабочей группы на данном этапе является составление полного списка лиц, получивших пособия, что позволит заниматься решением проблемы в комплексе. Из общего числа граждан 147 человек были допрошены непосредственно на территории Республики Абхазия. Во взаимодействии абхазских и российских сотрудников органов внутренних дел удалось изменить процессуальный статус 147 граждан Республики Абхазия из подозреваемых на свидетелей в рамках расследуемых уголовных дел. В результате проведенных мероприятий в отношении указанных лиц уголовное преследование было прекращено в установленном законом порядке. Приоритетность образования и понимание необходимости повышения престижа профессии ученого, исследователя поддерживаются конкретными инициативами и решениями власти. Персональные стипендии имени Владислава Григорьевича Арзенба и Сергея Васильевича Багапш для студентов Абхазского госуниверситета увеличены с 3 тысяч до 10 тысяч рублей в месяц. Президент Абхазии Бадра Гунба увеличил и размер 3 государственных премий имени Георгия Дзидзария до 200 тысяч рублей каждая. Ранее размер премии составлял 100 тысяч рублей. Следует отметить, что премия не повышалась с 2017 года. Государственная премия имени Георгия Дзидзария присуждается раз в 3 года за выдающиеся достижения в области гуманитарных и естественных наук, получивших широкое общественное признание и ставших значительным вкладом в развитие науки Абхазии. И раньше, будучи вице-президентом страны, он курировал науку в Абхазии, курировал вопросы науки в системе Академии наук и не только. Тем более, что сам президент является человеком науки, можно сказать, он является кандидатом экономических наук. И потому можно сказать, что проблемы науки в Абхазии известны ему не понаслышке, как говорится, а изнутри. Это очень важно для ученых, для исследователей в Абхазии. Понимание такое от президента республики. На недавней встрече президент еще раз убедил меня в том, что готов поддержать, обсуждать
и решать проблемы, связанные с системой Академии наук Абхазии, с организацией науки в Абхазии. Ярким примером его понимания науки является такое, я бы сказал, немедленное решение вопроса, связанного с увеличением государственной премии имени Георгия Алексеевича Дзидзария в области науки. Эта встреча с президентом вселяет уверенность в том, что наука в Абхазии поднимется на нужный, необходимый уровень и увеличится финансовая поддержка Академии наук Абхазии и ее институтов. Я на это очень надеюсь. Есть все основания думать об этом, видя, наблюдая за тем, как президент республики Бадыр Зурабович обсуждает вопросы науки. Руководство страны уделяет большое внимание проблемам здравоохранения. Так, в июне текущего года в Гудаутской центральной районной больнице отремонтировали и ввели в эксплуатацию компьютерный томограф. Аппарат вышел из строя в результате большой нагрузки, особенно в период пандемии коронавирусной инфекции. По поручению президента Бадры Гунба на ремонт и закупку запчастей для томографа из республиканского бюджета было выделено 11 миллионов рублей. А в скором времени на территории республиканской больницы в Сухуме будет установлен ангиограф, который необходим в диагностировании и лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Ежегодно в этом нуждается более 750 человек, которые вынуждены уезжать за пределы страны. Стоимость оборудования составила около 100 миллионов рублей. Оно было приобретено на средства российской помощи. Активно ведутся работы и по строительству республиканской детской больницы. На реализацию целевых программ в сфере здравоохранения за 100 дней направлено около 257 миллионов рублей. Это почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. За счет государственных средств медицинскую помощь за пределами республики получили 180 человек. В целях обеспечения кадровым потенциалом системы здравоохранения также за счет бюджетных средств обучаются 63 студента. Объем финансирования программ в сфере здравоохранения, направленных на создание условий для сохранения здоровья населения, составил 500 миллионов рублей. Приняты 2 целевые программы на 2025 год с объемом финансирования 150 миллионов рублей. При участии врачей из России прошла самая масштабная за последние десятилетия диспансеризация детей в Абхазии. С февраля месяца 27 тысяч детей и подростков прошли комплексные медосмотры у лучших российских врачей. Диспансеризация, включающая осмотры у узких специалистов, анализы и индивидуальные рекомендации, стала возможной благодаря договоренностям между Министерствами здравоохранения Абхазии и России. В первой половине 2025 года более 700 жителей Абхазии получили материальную помощь от государства на общую сумму 70 миллионов рублей. Эти средства были выделены из республиканского бюджета. Кроме того, значительные средства, около 500 миллионов рублей, были направлены на ремонтно-восстановительные работы, включая мероприятия по предупреждению ликвидации последствий стихийных бедствий. В рамках этих работ было восстановлено 85 объектов социальной, транспортной и городской инфраструктуры, включая школы, детские сады, кровли многоквартирных домов, дороги, а также построен мост и 15 многофункциональных спортивных площадок. Проведена работа по укреплению аварийного участка автомобильной дороги на территории Рицинского национального заповедника. По поручению президента ведутся работы и по ремонту фасада здания администрации села Лохны. В этом же здании к началу учебного года будет открыт новый зал для занятий по вольной борьбе. При поддержке Российской Федерации осуществлена реконструкция более 80 памятников павшим в Великой Отечественной войне советского народа. Обсудить различные вопросы и найти возможные пути их решения с главой государства. Такая возможность есть у каждого жителя республики. Президент ведет личный прием. Большая часть обращений касается решения экономических, социальных, а также вопросов трудоустройства. Помимо личных вопросов, граждане страны обсуждают и общественные проблемы. По просьбе руководства художественного училища от лица преподавательского состава мы обратились к президенту с просьбой
значит, на расширение вот площади, коль не хватает у нас классы по живописи, по рисунку, надеясь на то, что как бывший министр культуры, зная, понимая суть наших болячек, да, по хозяйственные вот эти дела. К нашему счастью, он пришел, посмотрел, изучил ситуацию изнутри и добро дал, чтобы, значит, достраивать вот эти классы, учебные классы, расширить площадь, класс живописи, класс рисунка и народные промыслы. В общем, 200 квадратных метров привести в порядок. Были представители УКСа, они изучили ситуацию, обещают нам проект, архитектурный проект, в течение месяца изучить все это дело и приступить к практическим работам. Так что мы с надеждой ждем, что когда они это все закончат и непременно приступят к практическим действиям дальше. Продолжается работа по повышению эффективности деятельности организации энергетической отрасли, повышению собираемости за поставленную абонентам электроэнергию. Проводится работа по установке приборов учета. В 2025 году на поддержку энергетической отрасли предусмотрена государственная поддержка в сумме 200 миллионов рублей. Чтобы уже осенью положение в энергетике вновь не оказалось чрезвычайным, проводится серьезный мониторинг ситуации с целью принятия важных решений. Меры по модернизации сетевого хозяйства и стабилизации энергоснабжения республики Бадра Гунба и Сергей Кириенко обсудили на расширенном совещании 10 июля. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко подчеркнул необходимость тотальной инвентаризации состояния сетей и выработки долгосрочного плана приведения сетей в соответствие. Стороны отметили, что контроль за реализацией энергетических проектов ведется в постоянном режиме. За это время президент дал Кабинету министров ряд поручений правительством республики в соответствии с законом о стратегическом планировании. Подготовлены планы деятельности центральных органов госуправления на краткосрочную перспективу, направленные на решение задач устойчивого социально-экономического развития республики. Создана комиссия по проведению контроля за надлежащим использованием землепользователями условий предоставления земельных участков. С 1 июля 2025 года были повышены доплаты к пенсиям 10 категориям пенсионеров на 1000 рублей. Более 16 тысяч человек получат эту прибавку к пенсии, а общий объем дополнительных расходов на эти цели составит 192 миллиона рублей в год. В настоящее время идет подготовка предложений по увеличению размеров пособий отдельным категориям граждан. В целях реализации основных направлений государственной программы социально-экономического развития на 2022-2025 годы проводится работа по достижению целевых показателей. Программа софинансируется за счет российской финансовой помощи. В настоящее время Кабинет министров Республики Абхазия ведет подготовку по разработке новой государственной программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы для ее рассмотрения на заседании Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерации. В приоритете у руководства страны развитие отношений с нашим стратегическим партнером Российской Федерацией. Взаимодействие между странами получило особый импульс и вышло на новый уровень. Учитывая сложную политическую ситуацию в Абхазии, я не буду скрывать сложные отношения, между прочим, и с Российской Федерацией, потому что многие вещи, которые происходили в нашей стране за последний год, даже десятилетия иногда, не нравятся политическому руководству, потому что мы в постоянном кризисе политическом, смена власти происходит не по Конституции. Это, понимаете, приводит к нестабильности. И поэтому Бадре Гунба, надо признать, ему в течение 100 дней удалось очень хорошие отношения с Россией. Это видно, что руководству России тоже нравится работа с нашим президентом. Это очень важно и вообще самое главное. Потому что, учитывая ситуацию... Спустя 2 дня после подведения итогов голосования в Кремле состоялась встреча Бадры Гунба с Владимиром Путиным. Президент Российской Федерации подчеркнул особый характер отношений между Россией и Абхазией, отметив, что Москва готова продолжать оказывать республике всестороннюю поддержку. Вы знаете, безусловно, и о особом характере отношений между Россией и Абхазией. Знаете о проблемах, которые стоят и которые нужно решать, и решение которых
люди ждут. Будем работать. Я вас еще раз поздравляю, желаю всего самого доброго. Спасибо большое. Со своей стороны, конечно же, понимаю всю ответственность, возложенную на меня народом Абхазии, и в рамках своей предвыборной кампании, в рамках своей деятельности государственной я всегда обращал приоритеты, конечно, безусловно, это сотрудничество с главным нашим стратегическим союзником. У нас исторические, братские, экономические узы, которые мы намерены и дальше развивать. Особое внимание на встрече было уделено вопросам энергодефицита в Абхазии. Кроме того, стороны обсудили тему двойного гражданства. Результатом этой встречи стало подписание указа об упрощенном порядке получения гражданства Российской Федерации для жителей Абхазии. В мае этого года в Кремле состоялась вторая официальная встреча президента Бадры Гунба с Владимиром Путиным. Глава государства прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю юбилея Победы. Главы государства обсудили перспективы развития двусторонних отношений, уделив особое внимание экономическому и гуманитарному сотрудничеству. Президент России подчеркнул готовность Москвы укреплять двустороннее сотрудничество, включая расширение туристических обменов между странами. Сегодня наши отношения строятся на основе договора 2014 года о союзничестве. Создана хорошая, прочная договорно-правовая база. Есть над чем работать, безусловно. Проблем, конечно, всегда много и хватает. И перед вами много задач. Безусловно, люди после избрания вас президентом ожидают, что вы будете результативно работать на благо народа Абхазии. Мы со своей стороны готовы продолжать сотрудничество и в сфере экономики, и в гуманитарной области. Это имеется в виду и образование, и здравоохранение. И, конечно, будем способствовать всячески росту туристических потоков. За прошлый год рост был значительным. Мы ожидаем, что и в этом году он увеличится как минимум на 7%, а может быть и больше. Для нас очень важна реализация была инфраструктурного проекта открытия аэропорта, который 32 года не работал. Сегодня воздушное сообщение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия восстановлено. Также ряд ключевых поручений по поддержке пенсионеров, выдача водительских удостоверений. То, с чем мы обращались в прошлый раз, они реализуются. Особая благодарность народу Абхазии, вам лично, народу Российской Федерации за отношение к нашей республике, за ее безопасность, сохранение мира на нашей земле. Благодаря активной работе сторон установлены дружественные отношения со многими регионами Российской Федерации. Подписаны соглашения о сотрудничестве в различных сферах. Десятки приглашений и встреч с зарубежными партнерами на различных площадках и форумах. Глава государства принял участие в Кавказском инвестиционном форуме. В рамках мероприятия состоялась встреча Бадры Гунба и Михаила Мишустина. В беседе с президентом Абхазии премьер-министр Российской Федерации выразил надежду на рост турпотока. Также на полях форума состоялась встреча Бадры Гунба и зампредседателя правительства России Александра Новака. Обсудили широкий круг вопросов сотрудничества в туристической, образовательной, энергетической, социальной и сферах здравоохранения. Уже на этом этапе президентства Гунба дополнительный импульс к развитию получили отношения с Санкт-Петербургом. Наметились новые сферы взаимного интереса, в том числе по линии здравоохранения, туризма, образования, молодежной политики, транспорта и энергетики. В подтверждение этого Бадра Гунба принял участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне текущего года. Президент Абхазии встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. В рамках визита в северную столицу России глава государства провел серию встреч с главами ряда регионов Российской Федерации, представителями деловых кругов и нашими соотечественниками. «100 дней – это не итоги. Это оценка начала деятельности нового президента. Обычно в этот день эксперты и журналисты высказывают свои оценочные суждения о президентском рейтинге. 100 дней президентства вообще, Республики Абхазии и вообще других стран. Откуда это взялось такое выражение? Это очень интересно, между прочим. Я вам напомню, что в 30-е годы прошлого века был такой президент США Франклин Рузвельт. Это была Великая депрессия, 30-е годы, страна упала, нищая почти страна, и вдруг такой человек приходит, который зовут Франклин Рузвельт, и он наметил план вытащить страну в течение 100 дней. И были приняты 13 важнейших законов,
которое решило, можно сказать, судьбу США как великой страны. Вы знаете, великая держава Америка, откуда взялась? От этих событий Франклина Рузвельта. И после этого они взяли другие страны 100 дней после прихода к власти руководителя страны. Пошло-поехало, другие страны. Что это значит вообще 100 дней для страны? После избрания главы государства мы смотрим, какие важнейшие шаги были сделаны президентом для развития страны, для безопасности страны. Одно пожелание президенту Абхазии Бадрагумба – терпение ко всем политическим силам, организациям, нападкам, давлению. Это очень важно. Проявление высокой политической культуры, я думаю, что оно у него и есть. Если это будет проявлено, терпимость. Знаете, надо признать еще такой факт, я скажу тоже. Не все политики в Абхазии, или так называемые политики, являются доброжелателями нынешнего президента. Мы же сказали демократия, а это порождает, вы знаете, вот такие вещи. И ко всем некоторым событиям, которые, может, не нравятся, не симпатично, надо проявлять культуру терпения. Я думаю, что у него это есть. Это самое главное. Если вот это случится, я думаю, что он завоюет и авторитет власти. Несмотря на то, что президент достаточно молод, но при этом имеет богатый опыт работы на государственной службе. Кроме того, он хорошо знает, что делать и как делать. Немаловажно и то, что у президента особые человеческие качества, я бы сказал, как отзывчивость, умение разговаривать с людьми и выслушивать их, которые характеризуют его как настоящего абхаза. Во-вторых, Бадра Зурапович как дипломат на высоком уровне представляет наше государство в Российской Федерации и не только. Хочу отметить его умелый подход к кадровой политике. В качестве примера назову премьер-министра Республики Абхазия Владимира Гелба, руководителя администрации президента Беслана Эшба, министра иностранных дел Олега Барцыц. Радует, что на руководящих должностях в новом правительстве Абхазии появились молодые и талантливые люди. Я работаю в университете, я слышу разговоры от студентов, преподаватели говорят, он впечатляет в каком плане, своим характером, высокой культурой, это все отмечает, не дерзит, не хамство, нет никакого политического хамства. Многие наши политики злоупотребляли этим, до сих пор злоупотребляют, между прочим, и этого тоже нет, это тоже привлекательная часть. Понимаете, очень много важных вещей, которые ему удалось в течение 100 дней сделать, чтобы страна повернулась к нему и поверила. Это очень важно, это самое главное достижение. Несмотря на сложные политические процессы, имевшие место в конце прошлого года, удалось избежать негативных последствий, стабилизировать ситуацию и сохранить потенциал развития экономики. Экономические показатели за первые 100 дней президентства выросли. Налоговые органы отмечают рост поступлений в государственную казну за второй квартал 2025 года на 19% по отношению к показателям за аналогичный период прошлого года. Собственные доходы бюджета страны за этот период возросли на 8%, что позволило продолжать обеспечивать стабильность функционирование отрасли экономики, обеспечивать социальную поддержку населения, решать стоящие задачи по восстановлению объектов социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, ликвидировать последствия стихийных бедствий, продолжать реализацию важнейших целевых программ. Предвыборные обещания реализуются, выработана стратегия экономической и социальной политики. Общество надеется, что фундаментальные изменения впереди.